был 6 баллов. Детей было не так много, участвовало 16 учеников. Но при этом, я вам скажу, в этот раз почему-то такой прям плотный состав был. Обычно 4-й разряд так, не очень, а прям в этот раз дети прям хорошо играли, показывали хорошую, качественную игру. Особенно первая тройка, хотел бы отметить их, там хорошо показывали игру, защиту хорошую, самое главное. В шахматах гораздо сложнее защищаться. У большинства детей, ну как и у всех детей, наверное, это зевки. Большинство не любят за доской сидеть, думать. Дети не любите вообще думать. Быстро! 20-25 минут. Некоторые дети по 5 минут закончат и сидят. Хай-бай, кипиш, вас не успокоишь. Чем я только вас не пугал сегодня. Но тем не менее, молодцы, турнир закончен, 10 партий отыграли за 2 дня. Всем родителям спасибо за участие, за то, что привели детей. В целом, нужно водить на турнир детей, вне зависимости от результата. Турнир, он, во-первых, закаляет характер, даже если не будет там тот результат, который вы хотите, ребенок научится и проигрывать, и выигрывать, в том числе это мотивация, чтобы ребенок куда-то рос. Будучи мы шахматисты, понимаем, что горечь поражения именно за доской, она прям... Это же игра как без эмоций, ты не можешь проявить за доской эмоции, не как там в футболе, не как в баскетболе, все в себе вот это вот вырабатывается у вас характер. Вообще шахмат это гениальная игра, действительно, которая умеет... Ребенок начинает быть спокойным, сдержанным, расчетливым, неординарным. Так что водите на шахматы вне зависимости. Если вы... 99% детей приходят для развития. 1% выбивается в профессионал, как и в любом виде спорта. Все когда-то мы чем-то занимались, но тем не менее, кто куда-то выбился, а большинство остались на уровне любителя. Ну, шахматы дают возможность раскрыться детям. Что мне большинство, вот именно самое большое нравится в шахматах, ребенок учится разговаривать, передавать свои мысли, потому что по ходу игры он именно этот, когда высказывает свою идею, мысль, он учится формировать идею в голове и передать нам тренерам. Ну, перейдем тогда к награждению. У нас норму выполнили 4 участника. Ну, в первую очередь хотел бы наградить детей за волю к победе. Это у нас 2 девочки, 1 мальчик. Есымхан Алия за волю к победе. Пойдем. 2 девочки. Молодцы, дети, хлопаем. Так, это где? Блокнотик где? Да. И Пономаренко Яромир. Потом в конце сфотайтесь, проходите здесь, в конце потом сфотаемся все вместе, да? К сожалению, на пьедестал не попал, но выполнил норму 4-го разряда. Маулетшан Мансур, молодец. Правильно? И теперь имеешь 4-й разряд. Поздравляем. Держи, вот твой блокнот, будешь шахматные партии записывать. Сейчас в конце сфотаемся еще. Ну и начнем мы с 3-го места. 3-е место занимает Байсаков Тайбар, набрал 7,5 из 10 возможных. Давай. Держи. Так, грамотно держи. Стратка не надо. Стратки есть. Так, дальше. 2-е место набрал. Занял у нас Олжас Лайсултан. Хорошо шел. Но лидер переиграл. Ну-ка давай. Медаль. И подарок. Ну и феноменальный результат. Молодец. Без поражений прошел. Тихо посиди, не торопись. Я тебя еще не похвалил. За 1-е место 10 из 10 возможных. Вообще без поражения прошел. Ну и в том числе и показал такую вот на уровне 4-го разряда, крепкий 4-й разряд, такой, грамотную игру, грамотно защищался, матовые атаки, такие острые, такой вот атакующий стиль показал. Еркана Ферлан. Браво! Молодец. Так. Так. Дети, давайте все сфотографируемся. Сейчас давайте сперва призеров, где у нас?
Ты же у нас, да? И завод... А ладно, завод потом все вместе. Давай, вот эти фотографируем. Это у нас сделаем.